Альберт Туран, сколько лет вы читаете газету «Звезда Поволжья»? Подписались ли или вы все время покупаете в киосках? Ну, я читаю со дня ее основания, с самого начала, потому что Рашид Ахметов – это наш сподвижник в какой-то степени, поэтому как только он организовал газету, так и подписка пошла. И более того, то, что я все-таки печатал свои статьи там, то я обязательно раздавал их, конечно, покупал и раздавал знакомым. То есть был прямо заинтересован в том, что эта газета распространялась. Вот. Хорошо. И второй вопрос. Вам особенно какие авторы нравятся, какие статьи? Ну, конечно, в первую очередь, она не скажешь, что она была, как сказать, направлена на раскрытие зеленого там движения, да? Хотя ведь в свое время Рашид Ахметов начинал как раз с экологического зеленого движения и антиядерного движения. Был одним из учредителей и антиядерного общества Татарстана, и вместе мы вот организовывали экологический клуб в Казани, вместе выступали против биохимзавода, начали вот с дома ученых города Казани. И вот. Ну, а так она, конечно, больше общеполитические вопросы развития республики, развития демократии не только в республике, но и в России в целом. Вот эти вопросы, конечно, были они основные. Поэтому авторы у них разные. Вот Индус Тагиров, допустим, освещал историю развития Республики Татарстан и вообще историю татарского народа. Рафаэль Мухаммеддинов, один из таких больших деятелей татарского движения. То есть вот эти статьи всегда привлекали меня, это внимание, и не только меня, ведь там вокруг этой газеты, наверное, собрались именно те, которые интересовались политическими процессами и в республике, и в России в целом, и в то же время интересовались историей. И он ведь описывал не просто факты, которые возникали вот за эти прошедшие годы, да, после перестройки, но и были и аналитические статьи, касающие истории вопроса, методики, философии вопроса, философии проблем, национальных проблем, в основном, конечно, татарского народа, но затрагивались и вопросы истории других народов, в том числе и русского народа. Вот. И вот надо отметить, что, ну, трудно сказать, но он всегда интересовался проблемами евразийского движения. Но вот в последнее время, в связи вот с 800-летием создания объявления о Великой Татарии, Гранд Татарстан, это 2006 год, 2007 год, у него был больше интерес возник именно к евразийским идеям. То есть там были статьи в газетах, затрагивающие теорию Гумилева, вот, Льва Гумилева, Льва Николаевича Гумилева, одного из, как он говорил про себя, последнего евразийца. Хотя он, конечно, не прав. Евразийская идея, она, в общем-то, во многих случаях воплотилась и в движение тюркских народов, в том числе и татарского народа. Вот. Недаром его памятник Льву Гумилеву поставлен на одной из центральных площадей Казани. Вот. Так что широкий диапазон, и мне приходилось почти все читать там. И вы сами лично общались, часто ли общались или знали по публикациям? Давно вы знакомы? Ну, Рашид Ахметовым я знаком уже очень давно, еще до перестройки. Лет 40? Уж, наверное, трудно сказать. Ну вот мы как-то вот
Я помню Дом ученых, вот, клуб восхождения, в которых обсуждалось очень много вопросов и философских, и вопросов охраны здоровья, природы. Вот с тех времен уже, как сказать, я увидел человека, который очень много начитанного человека, очень много разбирающегося, и в то же время не просто с гуманитарным образованием, хотя вроде гуманитарные вопросы, вот, но и в то же время технаря, который разбирается и в современных науке, в современной технике, в том числе и вычислительной технике, которой я сам, как сказать, занимался. Вот. И, конечно, более сплоченно у нас общее дело возникло, когда, конечно, вот эта проблема встала со строительством биохимзавода. Тогда ведь прошел круглый стол, семинар по проблемам архитектуры, строительства Казани, и там поднялся вопрос о биохимзаводе, о том, что у нас возник дискуссия на этом семинаре с проектировщиками, в которых мы доказывали, что этот завод ни к чему в Казани. И на этой дискуссии возникла вот как раз инициативная группа по противодействию, экологический клуб по противодействию строительству биохимзавода, в который вошел и Рашид Ахметов, и я, и другие ученые, там, общественные, в конце потом уже ставшие общественными деятелями, другие люди. А потом уже, конечно, пошло вот это движение экологическое по антиядерному обществу Татарстана, о котором я уже упоминал, одним из учредителей которого являлся Рашид Ахметов, а уже более такая, как сказать, идейное движение, в которых поставлены были вопросы о суверенитете, о демократии, это уже Народный фронт Татарстана в поддержку перестройки, суверенитета, гласности. Основной документ которого создали как раз 3 человека. Вот Рашид Ахметов, Олег Салагаев и я, Альберт Гарабов. Так что у нас даже, как сказать, уже в какой-то степени это движение обрело документ, манифест, который мы вот вместе создавали. 3 богатыря. Это уже 8, это уже где-то 90-й год, наверное. Ну, минимум 30 лет. Минимум 30 лет. И как вы оцениваете Рашида Ахметова как журналиста, как сына татарского народа? Ну, конечно, ведь судьба татарского народа и вообще судьба детей, особенно, наверное, сыновей татарского народа, складывалась непросто. Ибо сама по себе ведь не зря даже в республике Татарстан, допустим, в той же Казани, осталась всего лишь одна татарская школа в середине 60-х годов, где-то так вот, 70-х годов. Ну, там возникла такая идея, что, мол, все сведется к одному языку, что семимильными шагами идем к коммунизму, а там, как сказать, нации вроде как исчерпают свое значение, возникнет определенная одна, видимо, нация, типа одно человечество, которое создаст коммунизм. Вот. Но не будем спорить идейно, как сказать, по этому вопросу, но судя вот по тому, как я понимаю природу, что природа, она любит разнообразие, особенно то разнообразие, которое способствует развитию. И если, допустим, исходить из научных данных, по семиотике, к примеру, да, по лингвистике, тоже, то ученые говорят о том, что языки, наоборот, помогают друг другу развитию. Так что и в природе разнообразие видов, цветов и деревьев, и животных, также в человеческом сообществе разнообразие языков, культур, укладов, оно способствует развитию именно самых лучших черт, как говорится, самых лучших способностей у всех
у всех народов путем вот взаимодействия. Так что этот путь, который партийные чиновники КПСС взялись, был, конечно, ошибочным. Вот. И оно повлияло на настроение, конечно, народа, настроение татарского народа, вот, которые, ну, лучшие представители интеллигенции, они понимали пагубность этого направления и пытались как-то развивать и культуру, и язык, и литературу даже в то время. И когда мы вот начали вот это вот движение, экологическое движение, конечно, вопрос о сохранении татарской культуры, там, языка перед нами не стоял. Тут стояла срочная задача сохранения народа как вида от пагубы биохимзавода, а потом от ядерной катастрофы наподобие Чернобыльской. Но когда подняли вопрос о Народном фронте Татарстана, о гласности, о развитии демократии, суверенитета, то есть самоуправления, вопросы демократии, тут возник вопрос как раз и о сохранении языка и народа как самоидентификации, развитии федеративных начал Советского Союза. Вот. Тогда и Рашид Ахметов, он увидел, что демократия неразрывно связана с развитием национальных культур и развитием национальных языков. Вот это был какой-то как раз переломный, даже можно сказать, момент в его, как сказать, в творческого роста. Да, в его вот изменении, как говорится, миропонимания. Ну, это, видимо, связано с тем, что Ищевитий вырос за пределами Республики Татарстан. Да. Вот я, допустим, мне было это легче понимать, и не то, что не только понимать, но я это и, в общем-то, и воспринимал, и давным-давно в таком ключе, ибо у меня дома, допустим, всегда по-татарски говорили, татарские газеты выписывали. Я был очень близок, хоть и будучи не специалистом, но не профилирующим в этом направлении, но был близок, знаком и с татарской литературой, и с татарским искусством. Вот. А Рашид был оторван от этого дела. Но с конца 80-х годов вот, с Народного фронта Татарстана он увидел, и вот здесь у него и произошел переворот, ну не то что переворот, а переосмысление. Переосмысление, точнее, правильно, что демократия, она связана и с суверенитетом, и с развитием национальных культур, вот, и с развитием самоуправления, вот, с развитием федеративных начал нашей евразийского государства. Как бы оно ни называлось, Советский Союз или Евразийский Союз, как предлагал Нурсултан, этот президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, да. Вот. Хотя сама идея, допустим, этого Евразийского союза возникла в 1993 году на конференции, посвященной 750-летию Золотой Орды. Я тогда выступил с докладом, который был опубликован и в сборнике, и в то же время в журнале «Аргамак» Айдара Халима. Он назвал его, у меня назывался «К новому Евразийскому союзу», а он назвал его, как всегда, по-своему «Возвращение к Золотой Орде». Ну, не знаю, ему, наверное, виднее было, что он так решил назвать. Но я просто хочу этим сказать, что сама идея Евразийского союза, она все-таки возникла, сама даже формулировка возникла. В воздухе витал. В воздухе витала, но она определилась именно в Казани в 1993 году. А Султан Назарбаев, он уже взял его в 1994 году, поднял. Да.
он оказался более понятливым и восприимчивым к этим идеям, чем наши чиновники, чем наши президенты Татарстана. Альберт Эфенди, Наш президент Татарстана. Альберт Эфенди, спасибо за такой расширенный ответ. И, наверное, последний вопрос. По-вашему, чего не хватает татарской журналистике и вообще татарстанской журналистики? И, по-вашему, нам, журналистам, следует какие традиции «Звезды Поволжья» продолжить? Но дело в том, что я бы хотел сказать, что я не могу судить по всем газетам, допустим, да, по всем там. Все-таки литература достаточно богатая в последнее время. Тут ведь и вопросы образования, вот Марджани, там этот Магарифат освещает. Вот она Татарстан. Но я в основном читал при прежнем редакторе газету, так пролистывал. Вот сейчас появились более-менее такие газеты, которые себя дистанцируют, более-менее независимые, допустим, «Бизнес-газет». Вот. Но вот судя по тому, как у меня вот сложилось мнение, я так сказал, что по сравнению с «Звездой Поволжья», допустим, да, или по сравнению с той литературой, которая есть в России, да, на русскоязычной литературе, да, вот что тут можно сказать? Ведь, в принципе, для татарских газет есть благодатная почва. Она называется евразийство и богатая, очень богатая история, которая называется Великая Татарская империя Гранд-Тартария. Вот. Однако почему-то татарские журналисты мало это освещают. В принципе, ведь благодаря усилиям общественного движения, ученых некоторых, в Институте истории еще в 2007 году прошла конференция 800-летие Гранд-Тартарии, 800-летие провозглашения Чингисхана. Почему я это говорю, да? Ну, я хотя бы один аспект этот, чего не хватает журналистам, могу сказать, да? Потому что в этом есть вид будущего евразийского пространства, будущего тюркских народов. В том плане, что они имели свою очень великую государственность. Велели государственность, связанную в Поволжье, имеется в виду вот Золотая Орда, к примеру, или Казанское ханство. Сейчас процесс идет, глобализация, она в какой-то степени себя исчерпала. И вот дальнейшее развитие, допустим, государственности, культуры тюркских народов, в том числе и татарского народа, она должна искать свою опору, источники именно в тех далеких временах, мне кажется. Альберт Эфенди. С другой стороны, да. А здесь журналистика, к сожалению, часто не хватает вот этого широты, что ли, как сказать, взгляда. Ведь Рашид Ахметов, он связывался ведь не только проблемы освещал, как сказать, Казани, там, Республики Татарстан, но у него большие связи были с демократическим движением России. Он привлекал в своих газетах, там печатались у него и русские даже националисты, и демократическое движение находило поле, место в его газетах. Вот. Да и сам он лично знаком был со многими демократами и русскими патриотами России. Вот этого, мне кажется, надо как-то развивать и в татарской прессе, и в татарских политических деятелях. Вот. То есть не надеяться на то, что о чем-то договорятся чиновники. Надо договариваться и представителям татарской культуры с представителями культур других народов, в том числе и русского, и марийского, и башкирского, и так далее. Но с башкирами у нас тесный контакт, конечно. Тут и спектакли, и
есть и деятели культуры, которые являются заслуженными деятелями культуры Татарстана и Башкортостана.